Министерство финансов России прогнозирует снижение ключевой ставки на 4-5% пунктов в следующем году. На рынке недвижимости в Башкортостане заметен рост получателей льготной ипотеки по итогам октября. О настоящем и будущем рынка недвижимости, да и в целом о ситуации в экономике поговорим с исполнительным директором Ассоциации кредитных и финансовых организаций региона Дмитрием Рудитом. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, накануне, еще прошлый месяц в октябре, регулятор снизил ключевую ставку до 16,5%. Как вы считаете, последнее снижение, оно как отразилось на рынке недвижимости в целом? Начнем с того, что оно не последнее, потому что прогнозирование на следующий год все-таки достаточно серьезное будет снижение. Кто-то говорит на 4%, кто-то на 5%, но прогнозы в экономике, дело, особенно в нынешней ситуации, дело очень скользкое. Слишком много превходящих факторов, которые могут в любой момент изменить ситуацию. Да, инфляция снижается, это факт. Ставка ключевая, в силу этого Центробанк тоже снижает, тоже факт. Но инфляционные ожидания никто не отменял. Они как были, так и остаются и в населении, и у бизнеса, в промышленном секторе. Кроме того, усложняется ситуация привлечением внешних факторов. Что там произойдет, каким образом повлияет. Поэтому ипотека, с которой вы начали разговор, это лишь один из элементов. Да, ипотека сейчас немножко, подчеркиваю, немножко на подъеме. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, рыночная ипотека, не льготная, рыночная, уже подобралась к цифре 18%. То есть это означает, что 82% это все-таки льготные программы. Самая выгодная и самая интересная из которых, как была, так и остается, это семейная ипотека. Нас не касается ни арктическая, ни дальневосточная, мы здесь живем. Да, она выгодна, она востребована, но здесь гражданам надо учитывать, что тоже много превходящих условий. Вот так огульно сказать, все бегите за семейной ипотекой, это будет неправильно, потому что у каждого банка есть свои нормативы, свои правила, и нет двух одинаковых семей с двумя одинаковыми возможностями. В любом случае это будет персональное решение с каждым обратившимся клиентом. И, соответственно, семейная ипотека, рост почему еще связан? Потому что в следующем году же ожидается то, что будет ограничение по выдаче семейных ипотек только одному представителю той или иной семьи. Дело даже, опять же, говорю, не в ограничениях и не в количестве детей, которые находятся в семье. Так называемый ипотечный стандарт, который введен с нынешнего года и который еще будет более ужесточен в 2026 году, в первую очередь настроен на защиту интересов клиента. Мало ли, что ты хочешь взять ипотеку, одну, вторую, на второго члена семьи, это вовсе не означает, что ты способен ипотечный кредит выплачивать. Тем более, что надо понимать, это самый сложный для гражданина, самый долгий и при любых льготах самый дорогой кредит, который может быть доступен гражданину. Это индивидуальное, причем далеко не спонтанное решение для каждого человека. Какие у вас прогнозы по поводу ситуации на рынке недвижимости к концу этого года и в начале следующего года? Что можно ожидать? В первую очередь, что требуется, точнее, что нужно понимать к концу нынешнего года. Недавно на прямой линии главы республики была названа цифра, что мы введем в этом году около 3 миллионов квадратных метров жилья. Темпы растут. То есть дома стоят, микрорайоны растут, но ведь еще есть такое понятие, как покупательская способность. Могут ли люди в нынешней ситуации эти квадратные метры выкупить? Поэтому какие здесь будут включены программы? С точки зрения ограничений или с точки зрения их развития я прогнозировать не берусь. И, наверное, никто не возьмется, потому что, еще раз говорю, прогнозы в экономических вопросах, тем более в телевизионных эфирах на аудиторию, это дело крайне неблагодарное, я это делать просто не рискну. И, соответственно, многие экономисты рассчитывают на то, что в следующем году регулятор попробует сделать все, чтобы снизить уровень инфляции до 4%. Как вы считаете? Это вполне допустимо, это та целевая задача, которая перед регулятором и стоит. Тем более надо понимать, что регулятор – это лишь один из инструментов воздействия на экономику. Потому что в тех тяжелейших условиях, напомним сами себе, против нас работает 15 тысяч санкций. Как в этой ситуации мы до сих пор, нас иной раз называют абсолютно и страну, и промышленность, и людей, и финансы абсолютными чемпионами мира по выживанию.
В такой ситуации не могла бы выжить вообще ни одна страна. Тем не менее, образ жизни практически не изменился. Бизнес во многом выдерживает этот удар, но перегрев экономики сохраняется, поэтому уже в феврале ждать, что Центробанк обрушит ставку, скажем, до 10%, это абсолютно нереально. Это будет медленное поэтапное движение вслед, подчеркиваю, за инфляцией. А вот при медленном поэтапном снижении ключевой ставки на рынок недвижимости это как-то повлияет или на рынок также? Недвижимости это влияет в любом случае. Опять же, вот такой авторитетный эксперт, как Марат Хуснуллин, о котором я говорил, он утверждает, что реальная массовая ипотека возможна при ключевой ставке 5-6%. Сейчас 16,5%. То есть это еще, мягко говоря, долгая песня. Так быстро в экономике ничего не происходит. Тем более есть понятие инертности экономики, инертности работы денег в ней. И в макроэкономическом, да и в личном плане тоже. Но вот многие эксперты сферы недвижимости всегда говорят, что нужно приобретать жилье здесь и сейчас, потому что завтра цены могут поменяться. И вот в этой сложившейся ситуации тут, получается, не стоит ждать у моря теплой погоды, как я полагаю. Абсолютно согласен. Недавно проводили мы в банковской ассоциации круглый стол, приглашали экспертов из риэлторского сообщества, строителей, застройщиков, финансистов. И в общем и целом все сводятся ко мнению, что если есть возможность взять ту же семейную ипотеку, нужно принимать решение сейчас, не откладывать долгий ящик. Если есть хоть какие-то возможности по стартовому капиталу, материнскому капиталу, немедленно обращайтесь и принимайте решение. Измениться может не только ключевая ставка, не только стоимость итогового квадратного метра жилья. Опять же говорю, может измениться в любом направлении внешняя ситуация, общая экономическая ситуация. Ну, это, например, рост цен на стройматериалы, да все что услуги. угодно, все что угодно может быть, поэтому здесь все взаимосвязано. Тут, то есть, даже речь идет и о сельской ипотеке, и о да, любой. Ипотека, еще раз говорю, лишь это одно из проявлений экономических процессов. Угу. А вот недавно же мы с вами тоже общались на эту тему. Выдача займов микрофинансовым организациям все-таки по поводу того, чтобы люди приобретали жилье все-таки. Вот, я понял. Да, вот как вот вы считаете, этот вопрос поможет все-таки решить? И он в целом полезен будет или нет? Откровенно скажу, во-первых, пока никак не считаю, по очень простой причине. Вы совершенно напрасно применили множественное число в микрофинансовых организациях. Это должна быть государственная микрофинансовая организация. У нас она в республике одна. Микрофинансовая компания Республики Башкортостан. Она одна единственная. Да, разрешение получено. Да, деньги в принципе есть. Но за этим официальным решением Центробанка или должны быть последовать подзаконный акт, алгоритм, как выдавать и кому, да, это поможет, но когда и сколько людей могут приобрести ипотеку через нашу микрокредитную компанию республики, я затрудняюсь сказать. У нас больше 30 банков активно занимаются в сфере ипотечного кредитования, плюс добавилась одна компания, я не думаю, что это принципиально повлияет на рынок. Да, повлияет, но не настолько, чтобы сделать из этого какой-то фетиш. Вот все-таки надежда есть ли у вас на то, что вот недавно вы приняли, соответственно, первое чтение бюджета депутаты Госсобрания, то, что все-таки расходы превышают доходы, и как вы считаете, и нынешние проекты, которые реализуются в Башкортостане, они помогут все-таки дать положительный эффект? В любом случае, любой экономический проект, который хорошо продуман и профинансирован, дает экономический эффект. Что касается бюджета, он уже окончательно принят, он уже возведен в ранг предзакона федеральным собранием, осталось подписать у президента. То есть бюджет сформирован. Здесь, да, он социальный, там очень большие денежные потоки направлены в социальную сферу, на инфраструктурные проекты. И когда глава республики говорит, что при бюджетном дефиците в 22 миллиарда по республике ничего катастрофичного в этом нет, он абсолютно прав, потому что привлечение инвестиций в республику на порядке превосходит эту цифру дефицита. Тем более надо помнить о том, что все преференции по промышленным программам, которые мы давали в той же Алга, по другим особым экономическим зонам, они как раз в следующем году уже начнут приносить прямой налоговый эффект бюджету республики. То есть, да, ситуация тяжелая, никто не говорит, что нам тут всем хорошо.
тем не менее, ситуация регулируемая, и я, в принципе, оптимистично настроен. Значит, это работа на долгосрочную перспективу. Да. Благодарю, Дмитрий Львович, за беседу. А это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.